Хассон турбомионный, получается, огой чата через него суджи чубагас чулелаш батюш через такую трубу. Да. Через труба-то Челы. iPhone için mikrofon Hamet'e Mörtson. Ja, genau. Чего там выгодно. Кускетчур, арбойлы еще полностью или так. Так уж ничего, точно до конца. Белгород, Хилош, Барыш Сигал. Белгород Джим чуть-чуть зайти на царь туда, конечно, не глубоко. И эти офицеры, командные пункты, офицеры. Engels dik попасть değiştirdim zaten Tesla'da sigara adetu делал işte. СМР. Барселона 415. Если действительно царь баллистик то вообще это хорошо, это вообще новость офигительная. И деревня эвакуации я наоборот, говорит, что и полностью, да, в районе 5 километров, да, и Белых, говорит, что. Тесла. Все начали уже мочить что резервуар нефтехранилища. Из Краснодара рядом. Что обсягивает вообще. И что Алир. Станция Юпцига какой-то Кавказская. Нет, не Кавказская. Кропоткина. Кропоткин, это Краснодарский край. Краснодарский. Да. Краснодарский. Это Читуанцар. В общем, Хапош, Малет. Да, это Хапош. Ну, Энгельс стратегически яйца, и тягать окрет 4 дуца. Летце сега. Облом. Вистол. И Шторм Shadow яйцер, и Ракеч, английский и британский. Это крылатая ракета считается, по-моему, да? Да, только она воздушного базирована, то есть самолеты запускается. Разгонные ступени. Да. Глубинный бункер. Да, есть у него БЧ и противобункерные, и фугасные есть. Скальп. Тесла Скальп. Скальп то же самое, только французские названия. Ракета совместная, британо-французская. Эти назвали свой вариант Storm Shadow, те назвали свой вариант Скальп. Но ракета там одна и та же. Совместная разработка. Кстати, Тесла, он декоду и атомные ядерные технологии. У Франции, по-моему, эти разработки не менее мощные, чем, допустим, даже у американских. Потенциал. Я чего и в акции, и Франции. Третьего поколения ядерного оружия. Вот остров Мерцель постоянно испытания, подземные испытания. Царь ядерный. Вот остров, бывший колонии, безлюдный остров, где-то в Индийском океане, по-моему. Тут царь испытания. Да, они испытывают ядерное оружие, тоже так же, как и американцы, до третьего поколения ядерное оружие. То есть первое, второе, третье ядерное оружие, когда ты этим взрывом можешь управлять его мощностью. То есть, прежде чем ударить, ты можешь поставить его там, на 10 килотонн, на 20 килотонн, на 50 килотонн. И еще порегулировать, еще по ударной мощности. — 10 килотонн. Радиус Мелховицем поражения, примерно. Эпицентр. Пару километров. 10 килотонн, это такой, скажем так, довольно небольшой ядерный центр города, его лицо, там с километров, 10, может 2. Точно не знаю, примерно так же, что японцы пишут.
10 килотонн это 10 тысяч тонн тротила. Lielāk es gan jāciet 10 000 tonu тротила. Но воздух и препятствия понижать вот эту ударную волну, препятствующую, быстро высохнет процесс. Саги нахту аз километр по километру, а то есть воздух как бы задерживает его. То же самое и со взрывом. А взрыв воздух противодействует ему. Собственно, ударная волна, но все равно она рассеивается с диаметром быстро очень. С квадратного расстояния, по-моему, кубе даже. Японский его знаменитый Судамицы Уица, Белхлой, он жил в Хиросиме, американский ядерный бомб на высоте 800 метров моих книг. Примерно в 3 километрах от этого ядерной бомбы он был. Выжил он, ожоги получил. Так, тигарши первый от Хиросимы, Нагасаки, ведь и через 2 дня или 3 дня ядерный бомб. Тига хакает. Он, до старости дожил, кстати. По-моему, она тоже была 10 килотонн. Хиросиме. Нагасаки. Уже плутониевая бомба была. Не урановая, как на Хиросиму, и она помощнее была. Хиросима, Нагасаки, мне кажется, там были просто бамбуковые дома в основном. Ну, да, тоже. Все равно дома, что ли, ядерное оружие есть ядерное. Но в такой застройке еще и уж мощный небоскреб, железобетонный. Да, они конкретно на себя возьмут ударную волну, там, поражающую радиацию. Все это на себя влиять. Но учти, что по сравнению с Хиросимой 10, 20, 100 раз более мощное. То есть ядерное оружие второго и третьего поколения, оно намного мощнее. А и Хиросима, Question бомбы, там какой-то 1% или 2% или 3% урана успело среагировать, остальное как мусор разлетелся. А современные они могут, я не знаю, может и 20, и 30% урана сделаны так хитрым способом, что как можно больше вот этой плутония сумела критическую массу дать и энергию выделить. Бомбы мощнее по сравнению с тогдашним. Тесла, А, и российский Витязь истребитель, какого он там поколения? да, Там, Витязь 50. истребитель, да, Милорг 415. Витязи это группа пилотов Air-Show, самолет. Су-27. Су-27. Да, не Су-27, Су-50, да, по-моему, или какой-то. Су-57 Дюйчуа, но Витязи не летает на Су-57. Они на Air-Show летают на Су-27, по-моему, или Су-30. И что кем да и вообще хадицы, российский паблик чувала, просто через космос и что летать, так что и там со сказкой шьешь будешь. Космос. Его вообще эдрят. Это украденные у американцев, что они смогли украсть. Скорее всего, что китайцы смогли украсть. И что лошадь, как салпа. Салпа лошадь. Лошадь, как салпа. Это распри и авиаконструктор. Вон. YouTube чау еще много просмотров бывает. Он сбежал из этого. Из какого-то на запад сбежал, из Словакии или куда-то.
конструкторского бюро. Полностью разбирать, он шалку и что. Праге аж улица. В Праге он Вот, живет. в Словакии, Чехии где-то живет. Да. Он мощно очень разбирает эти вещи. Что, как, короче. Хак Миф, по-моему, называется у него канал. Хак Миф. Да, что-то вроде так. Мельком я несколько видео видел. Тодик Расту. разбирает. Он специалист. Полностью. Да, но он против этого, против Путина, против вообще Русни, конкретно Короче, сам злой. да. Поэтому полностью сам. Этот Су-57 пятого поколения самолет, ТАЦ и Дарач, китайцы, швейцары, F-17, или полностью документацию гумалочин. Где-то там в Америке или что-то такое они сделали, ну, естественно, Раска тоже либо поделились с Раской, либо Раска своя гибная что-то украла. А у F-16 тоже тут есть насущица, пали тоже слямзит, и нецар. Уга Чавес, Ватцу и Уразлохан, американчиш. Запчасти шмацаельнейший F-16. Он взял и вот этот F-16 полностью Русне передал. Так они там много чего скопировали. Самолет. Ишь, его ушах и материал, я поглощающий радиоизлучение, он сам не видит. Из-за тоже, наверное, слямзили, покрыли что-то, двигатель, и не царь. То есть под него двигатель, они уже лет 10, наверное, делают, никак не сделают. Пятого поколения двигатель должен крейсерский сверхзвук давать. То есть, и газ двигается лучше, в крейсерском режиме ты должен сверхзвук давать. Обычно самолет не может сверхзвук на крейсерском режиме. То есть он летит с субзвуковой скоростью, хочешь там, не знаю, сверхзвуковую получить, рычаг, да, или вперед, форсажную камеру, больше топлива выбрасываешь, и, короче, на сверхзвуке идешь. А у пятого поколения самолета он должен быть крейсерский, то есть он без газа, без такого газа на среднем своем режиме должен на сверхзвуке лететь. Сундела и двигатели яшбу ушинца единица хасон, по-моему, китайцы тоже яшбу и ласты. Потому что китайцы тоже реактивные двигатели не умеют нормально делать. На Западе там всего лишь 2-3 фирмы есть, которые умеют вот этот реактивный двигатель самолета делать. Rolls-Royce и там, шведские Saab. Шведы тоже на этот американский перешли, кстати, Гриппен. И Гриппен самолет украинчин, Садович Сар. Именно американский Бушон, потому что на них, оказывается, стоит американский двигатель, и они не дают разрешения передавать в Украине. Из-за этого, оказывается. Они подумывают вернуться обратно к своему шведскому двигателю. Викинги, потому что американцы там блокируют много чего. Самолет, то еще. Тесла, ты что-то то пропадаешь, что и появляешься. Видимо, опять. В общем, между раз, кашинца, собрать, полупятого поколения, недоделанные, но бомбы кидать он может. То есть, украинский радарщин, дикацагуш, бомбы кидать делокцем, видимо. Они его сейчас используют, чтобы эти кабы кидать. Мел как бы недоделанный, доляхать все равно угрозу представляет Украине. 415. Дмитрий Черносвитов. Если тебе интересно, чего интересный разбор Джонсон. Современной российской импортной и сравнивать теперь показать что. Так и называется канал Дмитрий Черносвитов. Да. Ну, что языча, Круру, тут и Хак Миф, еще канал есть, несколько каналов. Интересно. Очень интересно. Шаца конструктор бывший Болх. То есть он полностью разбирается в инженерии разбирается и, скажем так, в ракетном строении тоже разбирается.
покруче, чем Марк Солонин. Марк Солонин специалист. Но он как бы постарее, помоложе. Марк Солонин в 70-е, начало 80-х работал в этих вещах. А этот Павлович 2000-е все еще самолеты делал с ней. Технологии, чего отставать дальше в России. Там же Дина, даже чип сейчас, вишь, целого вообще ничего нету. Да, кажется, завод с 350 нанометров толщина. Представляешь, Тесла? Когда на смартфонах Samsung вот эти чипы уже 6-4 нанометров даже. Эти решили 350 нанометров чип сейчас. Мой 3 нанометра смартфон. Уже в этом году 3-нанометровый носитель. На край науки, технологии, вернее, играет. Миш там на 90 юах нацана беру американский юах нацана на 180 юах китер нанометров, потом на 90 юах китер. Вот только отбель Путин дигна осталось. Для военки не нужны эти нанометры слишком. То есть 90 для военки достаточно, 45. Инсбадычи искусственный интеллект уже требования, конечно, уже, но конвенционные электроники, там наведение, система управления огнем. И там 90 нанометров тебе хватает с лихвой, особые вещи. И на дронщине тем меньше процессор, тем меньше он потребляет, и тем умнее будет. То есть на дрон, если ты хочешь искусственный интеллект, а тут уже нанометры играет. Сондел мой Байден слоха оханцigi полностью Китай блокировать раньше. Не пытается заблокировать Китай от того, что они вот эти технологии опередят в этом. Ну, они найдут обходные пути, Алхису. Ты мастера будешь. Китайцы и программисты, они дикутер. Надо признать должное, что они на Западе шейнах, они конкретно все эти модели видеогенерации, Манус, новые модели тоже. Это все китайское. То есть последние несколько месяцев новости приходят только из Китая. Они опережают всех почти что в этом разработке. Но одно дело, что они делают какие-то, софт какой-то делают на базе вот всего этого западного. И другое дело, что они что-то процессор они вложили там 100 с чем-то миллиардов, будешь, но пока они не могут вот эти машины воссоздать. Пропаганду церковь всегда коммунистическая пропаганда. На самые поезда. Но не получается у них пока делать вот эти машины. Потому что эти машины самые крутые ультрафиолетовые еще конструкции. На этом лазером чип софтдац, литография и рисовать еще. Они делают консорциум разных государств. То есть Ешен, Дания, нет, Дания, Голландия, Нидерландия, как правильно говорить. А что из за Нидерландия, но они в Нидерланде делают вот какую-то их основу, а тут чайол гумшец, уж там почал, Швейцарии, Южной Кореи, а вот просто жидкостью и проявитель оловтина, резистент и резистолог, она вообще только японцы его делают. Все, с машинчиком и химической жидкостью. Но только японцы. То есть вот эти все, Америка, Канада, все там участвуют в этом потихоньку. Так, а Китай хочет, короче, там плюс 1,5 миллиарда, мы тут сами все сделаем. Ты службах, короче, не знаю, сделай, может и сделают качеством хуже через 10 лет. А может и не сделают. Может какой-то новый способ
создание чипов тоже, лаборатории шахов, еще другими способами эти чипы делать. Не обязательно вот так, иначе это слишком дорого получается. Це Тесла электрик, чего он все равно дешевле, ее, но браком пулзаешь, может. Допустим, те же самые микроконтроллеры PIC и от Mega, когда официальный стоит там, ну, примерно сейчас $1, у них он вообще стоит 10 центов, 10 раз дешевле. Они, китайцы продают практически такой же микроконтроллер. Также и с другими транзисторами. И завод, и офис массом захватить на цивилизовать, да? То есть забрали западный завод, который в Америке, в Китае работал, выпускал чипы, просто полиция, что чудо, офис массом захватить, решение присвоить им. То есть это не их. Второе, это демпинговать. То есть государство им отстегивает деньги, чтобы они дешевле продавали, и на Западе сейчас их разоряли. То есть капиталист, то есть бороться где будешь, чтобы захватить рынок и монополистов. И умшлели на саду. И третье, это дешевые цари. Я же короче, ну, скажем так, это с 90 нанометров, там 45 нанометров, даже 180 нанометров. Вот тут в этом диапазоне контролируешь. То есть это не есть край технологий, эджиации. Вот это вот им разрешается покупать машины до 45 нанометров разрешается, даже до 30 нанометров вот эти предпоследние машины, еще и СМР. Китай может использовать. Вот и ДУ за ультрафиолет, их не дают. Потому что на них можно там 3-5 миллиметров, даже меньше, 1,8, 2 миллиметра делать. Высшие станции блокировать. А высшем они там получают, работают, делают дешевые микроконтроллеры, всех обманывают. Бутердик. Это уже всем стало понятно, что китайские программисты берут лидерство. Дальше по 12 часов было больше. Программист последние 20 лет они на западных университетах вот этих программистов готовили очень интенсивно. Потом Китай без выходных 7 дней в неделю больше больше. Они вырастили поколение мощных очень программистов. Они уже что коммунистические лидеры ослабить на давление. Поздний Советский Союз мой, то есть сталинский Советский Союз это дно и жесткаче, а Брежневский там уже Горбачевский уже там мягкий. И сам Китай уже там Сигиболхва уже в Америке. Ученый что в Китае был. Ну типа там уже расслаблен, а идол не такой жесткий, и зарплатами внимание когда зарплаты, что в Европе и Америке, и уволишь в ресурс. Yo, Parmat, Hazel. Хорошо, душе, Сергей. И дай помощь, хочу верить, я хочу его. Parmat. Парма, Я приветствую вас, добрый вечер. вечер добрый. Пармат, выходи, к тебе гости пришли. И, похоже, он в ТикТоке сидит. Чё, как ваши дела? Все нормально. Все нормально. Какова у вас миссия в этой планете? Уничтожить на корню исламцев и чеченцев. Не понял. Уничтожить исламцев и Победить чеченцев. Анунаку. А вы
Вы против ислама, да? Да. Победу не все тут есть и за ислам, там на 50% за, на 50 против есть, на четверть разные. 80-ники есть, тут разные. Ибраим, ты тоже против ислама, да? Я 80-ник, 80%. Да, и 20% против. Субханаллах. Я нормально был, 90%. Ну, как услышал вот этот хадис про муху, меня иман сразу подкосило. Да, потерял 10%. Может, придется ему. Прошивку откатил ты. Салон 100% сверх хадиса лук швором. Да ведет вас Аллах на правильный путь, иншаллах. Иншаллах, хадиса могу зашивать, что 100%. А то шайтан вас сбил. Ну, в чем отца месяцем. 100% сбил их. И что интересно, даже мархаба, шайтаны научились, короче, вот эти цепь языков вырываться и продолжать работать. Ажа, а ты что думаешь, шайтаны в Рамадан месяц, они не закрытые? Конечно, не отпущу. А что, как тогда вот этим здесь кефир? Они бы здесь сидели бы, если бы их шайтаны сюда не сажали. Ну, я не знаю. Люди хуже, чем шайтаны есть, которые... А так, в месяц Рамадана это типа крупные шайтаны, их, они завязаны, а так это маленькие не завязаны. Армат что молчит? Али, у меня такой вопрос, Али. Кто придумал месяц Рамадан? Мне эти вопросы мне не надо спрашивать. Почему? Потому что я не ученый, чтобы у меня такие вещи спрашивать. Ты можешь каких-то ученых погуглить, и что они говорят по этому поводу? Вот кто придумал этот календарь из месяцев? Вот сел и вот так, слюнявил карандаш и писал, так, вот этот месяц я буду называть там. Рамадан, вот это то-то, то-то. В Коране не написано про Рамадан, да? Нет, в Коране написано просто Рамадан. Кто это все изобрел, сел лунный календарь, изобретал Там дни, Рама, месяцы, недели. Брахма. Да. Что интересно, еще Кто это Брахматулла. и почему мы ничего Вы не где знаем? живете? Вы где живете? В Европе, да? Постоянно, неважно, кто, где, на Марсе, вообще, это не играет значения в этом деле. Кто придумал вот эти месяцы, календарь? Почему вот человек сел и что-то какой-то календарь придумал, дал название месяца, потом Аллах говорит, подожди, дай закончить фразу. Какой-то человек сел, был язычник, может, кефир был, может, вообще атеист был, мнение эпикурейского придерживался. Вот сел и придумал лунный календарь. То есть, этот месяц я назову так, он будет 31 день, там это будет 30 дней, кто-то 5-е, 10-е сочинил, дал название. Потом раз, Аллах посылает Джабраиль, говорит, это месяц Рамадан священный. Как это? Это как я сейчас Мерседес машину там сделаю, а потом Аллах пришлет Джабраиль, говорит, Мерседес священная машина ислама. Где логика? Ты закончил? Тесла, самое не закончил. Тесла, Хазла. Он не такой шуацо. Цацил бусубных почалки байрак шли, тут я Калашников автомат юхаем, байрак я. Так что Святой Калашников. Маша Аллах. Святой Калашников. из совершенно присвоит, мой там Мерседес, святой Дербаха. Вот они вот Калашников.
Ламанху, ты имеешь в виду исламизировать, доктор? Да, Калашников, да, вот исламские атрибутики улазят, например, бусудные почалка, Тесла, пешцовый. можно спросить одну вещь? Это правда, Нет, что Джахар потому Дудаев... что тебя спросили, ты не ответил. Как это мы можем дать тебе спрашивать, если ты сам на вопросы не отвечаешь? Тесла, насчет Мерседеса, ты, между прочим, в точку попал от 6.3 AMG Garinwagen. Самый крутой по оглушению. Побольше, подлиннее борода, и ты сидишь там, пальцы веером, на шибе там, да. Ага. Я чужую машину не буду ставить, это моя машина. Если Не, я хочешь, твою я тебе машину не могу. знаю, я не про тебя говорю. Вообще, я про Мерседес говорю. Да, салам я кефири что-то придумаю, человеческие изобретения. Хиджаба мои человеческие изобретения. Какой-то чувак сел, не знаю, раскройки сделал и одежду придумал. И потом раз Аллах посылает этого Джабраила, это одежды мусульманские, священные. То есть какой-то это... А нельзя было, чтобы он сразу эту одежду принес и сказал, вот вам, мусульмане, я одежду для вас сделал. Почему-то чужое. Все время ограбление караванов. В каком бы оно виде ни происходило, эта религия постоянно грабит караваны. Если она у тебя есть даже, да, я даже очень рад, что он вот советует, Ела 6.3, ход 7.3, Galinwagen, ход покруче. Я против твоей машины ничего, я даже не знаю, кто ты, какая у тебя машина. Из Эрвия Ланда, что совершенно Ну, случится. послушай, переслушать, наверное, потом. Сахом я начинал, вот первый, слишком он там разговаривал, не в попад. Щеке пала, я чую, поговорить охота ему было с антитеррором. А что думал Сергей? Машуа, Şey пророк nasıl insan bulunduğunu аудиенции. Это моя машина больше, Гидо. Ну, это моя ведь, а прикольно, приход ушел дальше. Поняли тогда его мятежную душу. Vallahi şey adam tamam kayanla koyuyordu. Devamı dik var. Var ise yılan şey şunda. Латвия, это вот Было типа у Эйлерах, Масана Хесардух, вы на чем пророк на Ишаке ездил, а вы на чем ездите? На Мерседесах спускаетесь. До свидания, братья-мусульмане. Vamos, Shiradan, Arva Lava, Yoda, Wolvelo, употребляет. возможно, они Да, там, декошены, там, действительно, да. Что вилли, сейчас сама улетает, как виллу, что это реально, сама пясала, что его куда сидел. Tesla, طبعا كناز وديت نقعديسني سامو. А ну-ка, любопытно, удари, да. بس كناز قال لي прямо еду, да, Tesla чува мотор, ваш волна. Короче, в горах Медкьюб, где машину ставишь, и она автоматически сама поднимается в гору полш. Я лично геношацию, те шубу шора. Армения, ёпать, там это, хидать вверх, там течет что-то такое. Но Ночи, там между Харачевыми и Казинаам, и где-то в районе Бачиюрта Дубовцу. вы Я лично лично гидопланы. Да, лично было тебя в двух местах. Это уже давно объяснили, это просто эффект зрительный такой, там рельеф таким образом устроен, что тебе кажется просто зрительный эффект. Иногда бывает, ты в машине сидишь, допустим,
в пробке, да, ну, рядом тоже машины, и ты боковым зрением видишь, как машина, тебе кажется, что ты двигаешься, а оказывается, там соседняя машина трогается, когда и тебя срабатывает, как будто ходовую, резко, когда ты начинаешь оглядываться, ты понимаешь, что это рядом машина, которая ехать начала. Это чисто зрительный эффект, мы видим. Давно объяснили Это уже, тоже это духа. объяснение, что типа обман, как бы он говорит, что это под уклон на склон тебе кажется это, а на самом деле, что Армения, там эти где воду наливаешь, она вверх течет, типа вошь, короче. Я слышал про эти вещи. Я сам не проверял, не знаю. Если это научный баз, может там под горами, под холмами, электрическими. Что тебя? Есть такое понятие в физике, такое массом притягивает, я шумел, обычно его притягивает. Диамагнетик шумовую массу, мы все из диамагнетических материалов состоим. Живая материя, как камни, все. Парамагнетик, щи, магнит, ферромагнетик, щи и диамагнетик, щи. Омшах разделяется еще массу вещества. И вот мы все диамагнетика, электрит, он отталкивает, либо притягивает, я точно не знаю, не помню. Может, там под этими скалами какой-то природный электрит есть, который там создает какое-то поле, и из-за этого машина под уклон, на склон едет, или под склон едет. Проверьте, что Цыга. если Вечный это двигатель и лурмой цыга. если это иллюзия, ты можешь легко это разрушить. Уровень сам проверить. Если уровень показывает подъем, и все же вода течет вверх, а она летит долго, то уже там какой-то электрит, а если это иллюзия, то совсем другое дело. Так, цыга, аномалия, ела, можно вечный двигатель изобрести, цуметя, или вечный маятник. На потенциальном поле ты не сможешь. Ну, допустим, тебя что-то притягивается вещью, и вверх. Потом надо будет его куда-то скатить, где это кончается притяжение. Потом снова по кругу замкнуть. Наверное, елохи. Но это не вечный двигатель, а ты используешь это. Не, елряд нет. Не получится. Как ты? Если в нормальном состоянии маятник будет вниз бегать, ты его раскачаешь, а на той стороне, вместо того, чтобы он будет еще раскручиваться, еще лучше, и получится, как бы он будет постоянно получать энергию и оттуда, и оттуда. Ты представь, Санчо, вот, например, где-то мы же не знаем электрик, допустим, склон, холм, вот он на самый верх холма. Узор машина, например, ну, близко к этому, к пику, например. Мира уж момент, как будто он вниз едет ценно, электричество снять, допустим. И он там остановится, все. А как ты это снова запустишь? Чтобы снова он поднимался. На переходе, где, ну, я не верю в это, я уверен, что это оптическая иллюзия. Я имею в виду на переходе, вот где начинается эта аномалия, поставить стойку и маятник, и простой маятник. И вот туда-сюда качать. Получается, он будет уже вечно качаться туда-сюда уже. И переход резких вот есть там, и сразу же граница резкая там. Если там она не размытая, то не получится вот это. Но он же был уверен, он сейчас халдел, что и резко чудо, ну, короче, вот резко мягкий бомж. Машину с ручника сняли, машина покатилась сверху акцию. И бутылку с водой ставили, она тоже покатилась сверху. И пустую, и с водой. Свободный уровень, строительный, или проверить, еще хочу проблемы. Ты будешь знать, где
действительно иметь еще и Это надо князя брать с собой и ехать в Чечню, и он сказал, что только визуально знает, где это место находится. Så قرر Цугайн اشتري انت عم قيت دلاتي. Сколько спиртного нужно брать с собой, чтобы точно поехала вверх машина? Если маятник Шут. Муэл или Ханян поставить столб, на нем рычаг поднимается, вверху рычаг там тоже поднимается, навеска, короче, падает, и шар тоже падает. В конец этой аномалии, а потом она поднимается и вылет. Мелриац на потенциальном поле. Магнит, например, магнит, то узе, положи под какой-то, не знаю, склон магнит и скажи мне, как ты склон Альчеца, не знаю, книжку возьми, под нее положи большой магнит, и как ты теперь энергию с магнита будешь снимать. Магнит тоже вверх потянет эту штуку, и она остановится. Дальше что? Тесла там не магнит, Оторвать сейчас его. бутылка у них катилась туда даже по отцу. Там нету магнита, нет. Там Вверх покатилась. Нет, просто говорю тебе, что магнит же тоже притягивает что-то. Но целой, хотя он там, потому что это поле, оно не резко дачакивал счастье. Вот это поле, чтобы ты поймал эту границу. Ты не мог, как теоретика, вы вывесить три этих. Можно же резко оторвать этот маятник, перебросить его в конец, энергию снимать, где это вращаться для шелча генераторов латышан. Проблема в этих переходах и перебрасывать дешевцы, а энергии есть. Это можно легко сделать рычаги каким-то рычагом, который противовесят и использовать. Так это инженерное мышление у тебя должно. Колено, машине колено, видишь, он там противовесил, что движение ичан. На потенциальном энергии нельзя сделать работающее устройство вечно. Потенциальное поле. Делурьяц. Тяга только в одну сторону, и у тебя проблем. И визуальные, иллюзорные, без разницы. Подъем есть подъем. Если вода течет вверх, транспорт катится вверх, и что угодно, и уровень то же самое вверх будет показывать. Ну и вот, и шадерги, и штхирма, да, и просто хечу подъем, подъем относительно, мы подъем от чего-то, мы есть. Так, он постоянно вот хотя ты как-то обратно его цикл замкнуть эту базу я. Я думаю, там эти пласты идут под определенным углом. И сбивать вал, зрение, головка. Ты едешь под определенным углом, они идут, типа вверх едешь. А потом у них наклон меняется, и у тебя сохраняется эта иллюзия, что ты вверх едешь. А там на самом деле склон. И нету четкого горизонта там. Аномалия меняется, вещь, аномалия. Давно эта наука объяснила бы, мы это знали бы, гордились бы, Далурдар, если бы на разные плотные предметы по-разному действовало. Вот, допустим, да, свинец тянет вверх, а вода наоборот бежит. Да, и сам далат. Мы могли бы компенсировать этим, да, или что сам кепар, сам станис далурдар себя. Но когда все предметы, как по гравитации, идут вверх, который вверх тебе кажется, и они вовсе и не вверх на самом деле, это все только в одну сторону идет. Цикл замкнут цело.
То есть официально тепло, реакция, от него можно снять электроэнергию. Конечно. Разными способами. Самый простой без движущихся частей это два разных соединения металла, нагревать элемент пельтье, нагревать охлаждать электричество вырабатывать. То есть, смотри, у нас в Чечне есть горячие источники, с них как-нибудь можно снять электроэнергию? Зависит от температуры этих самых источников, конечно, можно. Элемент пельтье, холодильник, типа пластмассовый ящик сомнешь. Сучах были элемент пельтье, но у него КПД низкий очень, там какие-то проценты, я не знаю, 3%, там, 5%, 5%. А нагасан горячий источник, то есть, чтобы полностью энергию из пара снять, он должен быть перегретый. То есть, электростанция, турбин, или что, атомная электростанция, или газовая. Царя до 500 градусов, до 700 градусов нагревать по царю. Так он почти что КПД выдает там 60-70%. Газовая станция может выдать вот такой мощный КПД 60%. Через 2 секунды полностью. Потом Дюссельдорф, тепло, оно бросовое. То есть уже 200 там, градусов, 100 градусов. Йол парят, уже на башке дахом дац. Потому что энергию ты снимешь с него с очень низким КПД. Но можно ухитриться и тепловой насос, на самом деле. Это промежуточные, легко кипящие жидкости, какой-нибудь хладагент, типа аммониака там, или фреона, который кипит даже при небольшой комнате, теперь может кипеть. Сунцан и елку яйца, опять у нас пара бина, хиза ешь. И что ел, да, можно и так делать. С нескольких контур шош. Но от температуры этих источников зависит. Насколько она... Хорошо, смотри, если там температура, например, 80 градусов, эти 80 градусов снять с этого источника и превратить его в электроэнергию, как-то нельзя накапливать его и использовать. Можно, но только есть температура 80 градусов. Я могу это делать, проблемы нет, но выход энергии дикарятся. Сейчас мы посмотрим, может, есть какие-то хитрые способы этого. Просто постоянно течь дождь, и там его использовать, там люди ходят, купаются, но она постоянно течет и никак не используется. И энергии накапливать ешь. Не города там освещать им хотя бы там те места, где она используется, например, санатории, там еще что-то, использовать его ряд энергии. Обогрева помещения, здания использовать теплообменник пропустить еш. Ну иначе то инзамбаныч пластиковое отопление, халық чугунные трубы мэрис, ол яхки время из хрену. Через теплообменник пропустить еш, ну и так отоплять. Все равно есть бюджет. Именно про электроэнергию говорю. Слушай, да, электроэнергию. Как раз я оказался прав, смотри. Каков КПД геотермальной электростанции? Тепловой КПД геотермальных электростанций невысок, 7-10%, поскольку геотермальные жидкости имеют более низкую температуру, чем пар из котлов. По законам термодинамики эта низкая температура ограничивает эффективность тепловых двигателей и извлечение полезной при выработке электроэнергии. И ваш генератор и пельтье элемент сольной. Если бы у него был высокий КПД, если термоэмиссионный генератор школцера, их пытается их КПД повысить, там только ленивые, массу лабораторий, да, и повысить. Там, потому что это в космосе ядерные электростанции, небольшой элемент и тепло и электричество вырабатывают. Но все равно
пока что там нету больших успехов. Даже 50% лучше. А уже это было бы революционное, короче, просто изобретение. Марсиан кино Гирихон. Гирихон. Да, динозавр. Вот Чах, помнишь, он этот самый артист, тебе интересен? Вот этот Мэтт артист, Дэймон. он пошел и выкопал вот как раз-таки этот термоционный генератор. Он работал на этом, на распаде. То есть яркости урановые какие-то стержни, что-то там было. Они выдавали тепло, и вокруг был вот этот самый термосионный вот этот из двух металлов и ярксон, чтобы электричество превращать в это тепло. Тепло от ядерного генератора превращаешь в электричество радиатора, и чтобы сбрасывать лишнее. КПД низкие. И вот использовать, если шварки. Да. Спутник Ши летает еще сейчас межпланетные или станции Ши, которые там на Плутон посылают, там, на Юпитер. У них у многих бывает вот этот самый термоционный генератор на радиоактивном топливе. Железный человек у Инагири, Это был типа холодный синтез, фантастическое что-то. Холодный синтез. Я тоже верю. У него было что-то типа и Флейш, они Понсивари, которые придумали холодный синтез там, или чуть-чуть имеет Нобелевские премии, Елгарштан. Потом их всех вот эти термоядерщики забили. Да, и дальше химику, а вы полезли в физику, больше дискредитировали, еще метели вверх царящие конкретно. Мощные ученые, увещи. Вот они металл, палладий уж. И палладий цан термоядерный. При комнатной температуре электричеством они получили термоядерный синтез. Вот ИР от железный человек. Ядерная электростанция АЦЕР, она же превращает воду в пар, и этот пар же крутит турбины, и чтобы обращаться. Да, только ты про ядерный говоришь, а у него был термоядерный. Ядерная электростанция это одно, а термоядерная электростанция, она по-разному может работать. Не, вообще, термоядер касаться, я ж вас про ядерное, а угадал, ты эмоционально чувствуешь. И термальный источник счет всегда бесполезный. То есть саму энергию моется, тепло же это энергия расходовать, я сейчас геотермальный источник счет. И, короче, как любого будет энергию снимать, чтобы использовать. Да, и вот этот энергии снимать пара. Чем выше температура, тем лучше КПД у тебя. Пар, который нагрелся там до 300 градусов, может дать тебе энергию, раскрутить турбину, скажем так, и ты получишь 50% энергии этого тепла превратиться в электричество. Если же пар будет в 100 градусов нагретый, то у тебя драматически упадет, короче, ты получишь там 1-2% всего лишь. То турбина, все, там ниже критическая упадет температура, там 80-70 градусов, или все, он дальше уже не будет расширяться и этого выстреливать из дюз и крутить эту турбину. То есть чайник, я не про это говорил, про кручение турбины и термального источника, а вообще станция ДО, я не про это говорил, а источник и чуть-чуть тепло снимать, и не прокрутить турбину, а как-нибудь по-другому получить эту энергию в воздух. Эмиссионный генератор, элемент пельтия цан делают тоже, но КПД тоже маленький, пельтия, 3-5%. То есть, если вы прямо, не знаю, интернет, закажи себе много этих элементов пельтье, медный радиатор, и латинишь. Одна сторона у тебя будет опущена в эту тепловую елку, в горячий источник, или там насос, чтобы она промывала
именно ту сторону, которую тебе нужно нагревать, а вторую сторону кулер компьютерный охлаждать еще. Бершбац или водяное охлаждение можно делать. Еще Хар сторона будет вот потоком воздуха охлаждаться или какой-то холодной водой, чтобы эффективнее было теплоносителю. Йохо, кичо, даху, их. Хар сторона нагревать. Или ваша сторона термальный источник йохорю постоянно. В результате вот на этих электродах обоих шисар мотига красные и черные, плюс и минус. На нем у тебя появится напряжение, ты можешь телевизор на нем гонять, еще что-то. Зависит от того, мелчую. А сделать таких много и накапливать энергию, там, например, в аккумуляторах и использовать эту энергию получится? Сколько элементов опыта есть, посмотреть, сколько тебе один квадратный метр элементов в пильте даст эту энергию, сколько посчитать ты это сможешь, температура, там, даже компьютер тебе посчитает, а сейчас даже чат GPT это сможет посчитать, или Grok. Элемент сейчас, они же там биометаллические элементы, которые нагреваются, охлаждаются. Биметаллик. Да, два металла было, разным этим расширением дуешь, поэтому там на границе появляется разница потенциала. Если один поместить в этот источник, а другой там поднять наверх куда-нибудь, чтобы она охлаждалась и шло бы быстро. Да. Только вафли самюи тебе надо будет, скорее всего, насос сила, чтобы одну сторону промывал, как бы медный радиатор и с той, и с этой стороны. Один радиатор будет для нагрева, а другой для охлаждения. Даже он как вот с этих элементов два провода плюс-минус, если подключить, то лампочка это будет. Да. Можно проверить, там будет напряжение. По-моему, 4-5 вольт где-то. Точно так все ровно. Давно этот элемент пельтени тигр, но посмотреть можно. 4-5 вольт выдаст. А последовательно подсоединить в 2 раза больше напряжение. Сила тока упадет в 2 раза меньше, но напряжение увеличится в 2 раза. И ты можешь так, 24 вольта поднять, потом преобразователя и 220 если тебе это нужно. Источник сейчас, почему их никак не используют в Ойле, все, короче, невыгодный вариант, где использовать реакцию, что Галлон 415 век было его. Он даст просто, он догреет, нерсона, и термальных долг и тепличное хозяйство для отопления, для, допустим, использовать, почему их нельзя, как бы пустить это, допустим, через отопление. Можно. Я говорю, и для отопления это самое то. Дальше тепловой насос и КПД от 5 до 7, до 8 даже. То есть ты получишь 700% энергии больше, чем твой тепловой насос будет потреблять. Например, электричество, насос, например. Основной расход, а дальше дала Тесла, допустим, и тепличное хозяйство, основной расход и электроэнергии мы это как бы, чтобы в зимний период, чтобы выращивать там, допустим, продукцию. Основной расход на налоги это вот энергия, то есть то, что на отопление уходит. Да, согласен. Исландия, вся электричество, все эти теплицы, все там работает на этой геотермальной. Если у нас там есть хорошее место для этого, то канализация это очень выгодно будет. То есть электрические счета электричества у тебя будет очень мизерные. Просто солнечные батареи, еще и этого достаточно будет, чтобы крутить вот эти электрические насосы, которые прогоняют вот это тепло. А в выходе будешь ты получать в десятки раз больше этого.
тепла. А, Если прямо, если ты электричеством, если ты нагревал бы, то у тебя денег выходило бы в десятки раз больше. То есть КПД, у теплового насоса вот до такого способа обогрева, у него КПД просто сумасшедший. цик насос под давлением ходов, что просто кран вах дахечани под своим давлением бурятся или там дополнительный насос нужен. Давление, тебе нужен насос, чтобы прокачивать его через вот эту систему этих радиаторов. Дальше. Насос Тебе по-любому нужен насос, но твое еще энергию небольшой насос на 12 вольт. Миллион в сутки. Зато ты тепла получишь там, не знаю, сумасшедшее количество. Цойрегам духумяс, если сравнить с тем, что и обогреть коммерческие мои тарифы, там огромные затраты именно на обогрев уходит. И вот я общался с людьми, самая вот львиная доля это обогреть, чтобы, то есть эти теплицы, и, ну, неважно чем, а все равно энергия. А тут горячая вода, готовая просто прогнать по трубам. Да, согласен. Ты можешь даже еще круче сделать, чтобы второй контур ина шил хачидо, что вентиляция воздух дуй через медные радиаторы, чака дольше, аэриол, что воздух дуй, через них, чтобы он отдавал ему часть тепла, который он иначе просто выбросит наружу. И что оптимизировать, там можно просто такие, снизить эти счета. Немцы шли, снизить эти счета вообще до близко к нулю и незначительным расходам. И умомч, отработано. Не даже. Тесла просто пустить по трубам эту воду из источников не получится, она забивает трубы. Речка, кто-то пластик забивается. Сера, трубы для именно таких, по-моему, ничего там не забивается и не съедает, по-моему, галцевеля. Видишь, там в любом случае, любой материалище из ресурсов, из хилмахулища определенно. Например, есть материалы, трубы, которые именно предназначены для вот этих термальных вод. Специальные, специальные очи. Та проблема от тебя 415. Тебе не нужно же именно от чурхи дать, его прогонять. Зачем тебе это нужно? Ты тепло дома видишь. То есть твоя вот чистая, хорошая вода, которая не забивается, ты опускаешь радиатор в этот горячий источник, и медь проводит тепло просто с сумасшедшим этим коэффициентом, там, 14-13 раз круче, чем сталь. То есть, радиатор опустить, тебе просто, можно даже машинный радиатор использовать. И чистую воду прокачиваешь, а радиатор забирает окружающее тепло. Это иштвен ешь маяти, зачем тебе оттуда качать сернистую воду? Из нержавеющей стали теплообменник его, и теплообменник выбираем Масана. Вот через теплообменник проходит и вода, которая по магистрали ведет отопление. И вот и эта горячая вода тоже через теплообменник проходит и обменивается теплом. Все сернистые, хидации качать, смысла нет. Это совсем колхозный будет тепловой насос. Нержавейка не самый лучший материал для теплообменника. Медный я почел бы, чем нержавейка. Тесла, я знаю, что вот многие в наших селах и давно уже, достаточно давно, еще даже в советские времена, домовое отопление. И вот с этой горячей источника отопления многие это делали, использовали горячую воду для отопления. Зимой окна открывали полностью. Belçe, 415. Belçe'dir, ilmiş diyorlar, nasıl Видимо, сразу оттуда. Дарбан хотя дарма sonra. Дарбан хотя цыган. Цыгахаларду и не только там. И
И было очень жарко, прямо даже форточки открывали зимой, холодные зимы, да, до того и штас. Обычно как, вот горизонтально пускали несколько, 2-3 трубы, такие где-то сотки, может, и что они соединенные там между собой как бы. И вот там прогоняли через них эту горячую воду, и отсюда, чего, такая старый вариант, что, ну, не сотка, может, там, 70-ка или 500-ка труба, яйца. Ленинград, слушай, десятка, блин. Наверное, солнечный связь, но как горизонтальная, в ряд 3 трубы там, где-то, может, сотки, может, не сотки, может, даже где-то, ну, сотки, халата, да, сотки, может, 10 сантиметров радиус уж. Труба общается, горизонтально между собой соединенные уж. Вот по ним воду пускали, и она обогревала просто, я не знаю, Ташкент, халав, что, да, с того Из вот. батарейки, из труб батареи, саму батарею делали боя, а батарейка, из труб Не они такие классические обычно, да, из труб делали просто трубы горизонтальные, все, я понял. крепили. В Исландии у них там давно это движение, все отработано до идеального. Царь ему худо материал, что какой лучше работать, спокойно хавиан. Там можно очень сильно снять проблему отопления и этих теплиц. Все материалы, все сейчас есть. Все расчеты там компьютер сделает. И сколько вложиться надо, сколько массовым дало, чтобы проблема. Если на маршрут или язык, чтобы тебе никто над душой не стоял и не мешал это делать. Это горячий источник, заранее коре вариант, и без бурения ничего фактуешь. Обычно на выходе я школишь, да, так, еще, короче, хожу язык, я не знаю, где у нас точно. Потому что у нас есть места, где вот этот конденсат, нефть, а есть места, где, видимо, магма подходит к этим, близко к поверхности и нагревает. Вулкан что-то такое, давно уже не действующие, заросли все. Ну, Тесла, это как бы, если рационально думать, но Мишгишкин выгодно, все это как бы ровно наоборот. Все, что нахан поедадол, он дуется, что распространяться дуется, максимально надо стружку снимать, короче, чтобы... Максимально надо в зависимость поставить. Да, Ага, это местность, осознанно вообще, баун, это не допустим. то, что огульное вот такое, знаешь. Да. Ну, хорошо, вот тоже сами Реально себе гонишь. мозги стрелять те шоршабу, которые местные они должны продать. Специально тоже не понимают, что они делают. Им же это самим же было проблема. Видите, как с медициной. ТБ хиларцан. Пандемии. И они просто тоже участники этого, но они безмозглые участники этого. А вот ласты, они говня это специально делают, чтобы привязать, чтобы свет, газ, все шло оттуда. Чтобы промышленный товар, все тоже шло оттуда, так автоматически привязано. И зависимость оттянул. Война Хабучо, до сих пор очень мало кто пользуется теплоизоляцией дома. И старые дома, например, можно теплоизолировать, и у тебя расходы на газ сократятся в 5 раз минимум. И цею вот это куча хаздобош, и цену, что ее абсолютно энергонеэффективные. Да, очень много денег уходит на сжигание этого природного газа, на электричество. Просто у меня есть пример, родственник сделал теплоизоляцию, ну, а с мог крышу утеплил, там, стены утеплил. Он ровно в 5 раз сократил потребление газа.
и газовик шбака бак. Вай масара по 10-15 шлуш до мула 1500 пош. Тяцкуешь и газ она лачку швабу, что гизи царь, да, потом успокоились. Да, кстати, в Европе норм евро 5, что строить где что цены, он не должен столько-то тепла, короче, уноситься. Гона и холестерол, настолько они его утепляют, потом и инженер, и тепловизор, то есть тепловизор, могите из каких щелей тепло уходит, где как, хожу полностью, где что уходит. То есть и тепловизор, и камера, и утеплить, там действительно расходы, там не то, что в 5 раз, наверное, 10 раз ты можешь их, наверное, сократить законом. И насос, и чудо, что воздух и аэрозол, что его уже обмениваются, да, через там тонкий медный радиатор. Так ты сократишь его еще больше. Там в Германии есть дома, которые чисто от человеческого тепла, короче, благодаря такой системе отапливаются в основном. Эти котлы уже есть, конденсатные они называются, там, что локарка подаются, обычно чарила, вот это выхлопной, и оттуда они забирают дополнительное тепло, и почти выходит уже воздух, там турбина работает принудительно, если закачка воздуха и выкачка вот это отработавших газов. И там уже забирается тепло у выхлопных этих газов, так сказать. Есть такие котлы, они доступны, не такие дорогие, как те. Там разница буквально 20% ценовой стоимости. Но КПД, что локально, конденсатные называются, они давно уже есть, лет 10 у нас уж. И, кстати, у меня этот брат купил этот тепловизор, Южтага, он начал это смотреть. И массе сон сürçler, нету видео я. Имел до тхойныш светиться деш, андягат я пьянш светиться деш. Видах а у него черный дом на фоне, вообще ничего не светится, а у всех прям вот это все светилось, прям как зарево, короче. Прям. Германия, Голландия, инженер, отец верил. Эти люди сжигают, просто деньгами топят, выкидывают это огромное количество тепла просто так. А потом удивляется, почему у нас зима теплая. Бях-бац-ба, нагреваем все вокруг. Да нет, Тесла, у меня еще вопрос, если можно. Зато мечети строим. Ладошон. Газопровод, я ценится, например, Кейт говорил, что газопровод шхук, форум шишен, чуюк шош. Если в этот газопровод строить турбину, с него можно снять энергию? Там же постоянно газ течет. Конечно, ты имеешь в виду, что газ качать, там же какой-то насос есть на газораспределительной станции. Тюнгер хайвак, что энергии. Нет, газ дает и газ дает дает поток маятин. Если этот поток будет крутить турбину, и с этой турбины снимать Поток энергию. кто-то же создает, бурак, кто-то же, там же насосы на газораспределительной станции его создают. Не, он создает, если каждый будет устанавливать, по-любому минус его увидеть. Если там примерно был кейс, если в этот газопровод снять на один дом, можно с него снять энергию? Можно, наверное, просто как бы частично забирать у насоса газораспределительной энергии, энергия КПД понижать, если Амобара там какое-то количество людей поставит, они уже крутиться не будут, эти турбины. Эльбурак, Медленно будут крутиться.
на входе в село или цыгаха визоро, иначе уж там на концах там не будет такого давления. Вообще в газовой трубе давление небольшое. Вам посчитать можно, сколько там прокачивается Ахмобара, да, в начале Фильвишва, чтобы полностью использовать где-то на ветке, или что, с ветки говорят. В начале Вот этой ветки. ветряк, вот я, Альбурак, ветряк, солнечные Ну, панели. Не, сам Оптимально. проблема, это просто халявная радиация, заинтересуешь, что раз. Куб халявный, это то же самое, что и ты собрался на насос туда засунуть с генератором, ты можешь их просто поднять на мачте и ответ. Ветер не всегда бывает, газ в круглый год качается, смотря город. Это всё равно нелепая идея. Этой газовой трубы не позволит тебе нормальный КПД иметь. Альбурак, Альбурак, да, тасягулта на 6, и пускай он по кругу, алга, морковка дехки, да, будет крутиться, и для генератора хватит круглый год, а электроэнергию шаирво. Кстати, Санчо, да это сон. Ишь, на ослике, на суше, ослик по кругу крутит вот эту самую. Ишь, генератор, что он целый на осликах. Там раз, санги, садак, ты развязал, накормил его, следующего подцепил. Он крутит там. Естественно, сколько электричества можно было бы снять, интересно. Одна ослиная Эффективность мелкая. Велосипедист, например, он примерно 70-80 ватт может выдавать. То есть какой-то большой телевизор он Это запитать сколько в час? сможет. Час Да, или сколько? всегда считается в час, да. Ну, как бы и ватт в секунду ютсон, но если велосипедист целый час будет крутить педали, ну, конечно, это условный релакс, что Тур де Франс выиграть или уже будет. Короче, он 70-80 ватт, и может даже 90 ватт выдавать в течение этого часа. То есть ты можешь целый час слушать телевизор, который потребляет, допустим, 70-80 ватт потребляет. Это же телевизор. Такой телевизор, конечно, здоровый должен быть. Обычный он поменьше потребляет. Ослик, мне кажется, выдаст побольше. Хотя тоже не факт. Да, там на это, или есть себе передай мультипликатор реакции. То есть повышающий шестеренок, что так цугаха потеряешь, но в любом случае там ослик, мне кажется, как минимум 100 ватт он выдаст. я думаю, больше, ценбит Хуагмабуй, он груз даурцува, офиги должен, хил хехкадела, в отличие от лошади, ослик более выносливый, но не скоростной, а вот на дальние переходы, в горы подниматься, вот он более выносливый и долго может, ну, поменьше, чем у лошади будет там силы, конечно, но он выносливый, видишь, он будет долго крутить. Надо глянуть. Не надо. Интересно было. Слушай, у меня еще одна идея есть. Вместо морковки привязать мяту, а вместо осла кошек привязать. Немножко это выносливый животное. А кормят, мят, поедем, рада донца, перч. Тесла. Максимальное давление пара мяли Перегретый пар мяц, когда вот этот поезд даже, вернее, паровоз бац, все котлы были доведены до максимально возможного совершенства, чтобы как можно больше КПД у них был там, где 20%, по-моему, КПД приближался, 25%, на перегретом паре щелшем, по-моему, там и 500 градусов, и больше даже было. Ну, то и перегретый пар бац. Надо смотреть, я точно не помню, но где-то в этом районе.
Точно угадал я. Температура перегрева пара на современных паровозах примерно 360-450 градусов. То есть на 50 градусов я ошибся. Это градусы, это температура. Моя, температура. Да, температура. Я Градусов. говорю про давление. Допустим, возьмем литр воды, вот, закроем его в 2-литровом, скажем, чайнике, заварим и будем греть, короче. Сколько он максимум давления, pressure, выдаст? Надо посчитать, ведь расширяет, вода реакция, она же как бы пар расширяется. Так, посмотреть можно на 1 градус, сколько она расширяется. Хотя, скорее всего, там не линейное эволюционное расширение. Где-то, наверное, с 200 он начинает, наверное, как-то по-другому расширяться. В графике хаж видно, как он расширяется. Да, давление в котле паровоза, да, тут так, сейчас ну-ка глянем. Давление пара в котле 11 килограмм на сантиметр квадратный. Первые 78 паровозов, бла-бла, 14 килограмм на квадратный сантиметр. Если это что-то говорит, 14 килограмм на квадратный сантиметр в атмосферах. Сможет как бы более понятные. 8 атмосфер давление. То есть их в закрытом этом емкости больше 8 атмосфер влияется давление. Этот на глубине 80 метров. Давление 8 атмосфер. Поверхность нагрева топки. Так, 9,2, бла-бла. Дымогарных труб 88. Да, 8 атмосфер. Ну, хоть так, допустим, 10. Если подумать. Да, ему придется толкать, если, поршень побольше, да, чтобы объемно его толкнуть. Какие поршенек толкать еще на эффективность реакции в 80 атмосферах. Поэтому у этого паровоза здоровенный вот этот поршень гнев. И еще реакция изуршена. Да. Затянули, например, двигатель внутреннего сгорания, да, на пару уже отпадает, потому что 10 атмосфер это ничего, а сжатый воздух переделывать надо, получается, сжатый воздух там минимум 300 атмосфер сжатия даже будет. Стирлинг двигатель, видите, двигатель стирлинга внешний, тоже внешнего сгорания. Там вместо пара ты закачиваешь туда какой-нибудь инертный газ, можешь водород, можешь гелий, можешь воздух. На воздухе КПД цахуль, но зато если ты туда закачаешь гелий, то стирлинг тебе даст очень хороший КПД. Там, не знаю, 40-45-40%, 42% Philips'у еще стирлинг сейчас. Когда-то они выдавали вот такой КПД. Тесла гелий температура кипения минус 263 градуса. И гелий, да, это охлажденный жидкий гелий. Ты можешь сжижать гелий, и сжижать тешен тюнгер йоху забирать. И он охлаждается. Сухорит, я что? Да, жидкий гелий, жидкий азот, это совсем другие вещи, чем это. Не про это. Обычные комнатные температуры гелий, да, и чудут, и делаешь так называемый двигатель стирлинга. Немногие про него знают, хотя он довольно известный, довольно, скажем так. Тесла как раз про гелий, как-то на примере Олег на геотермальных источниках, типа холодильник и вот этот сжиженный гелий можно использовать, когда будешь снимать Нет. Как теплоноситель Баха. Не теплоноситель, короче, доводить его до кипения с помощью этого геотермального источника и передавать, и крутить турбину с гелийцем. Тебе смысла нету. Жидкий хочешь модаться гели, жижать что и жижать тешен, есть энергию.
То есть ты, чтобы жизненное состояние перевести гелий, а ей ешь энергию. А А энергию... если он уже будет сжиженный и крутить его по кругу? Нет, не бывает в природе уже жизненного гелия. Ты его как специально... Причем жизненное состояние перевести. Дичь, он диффундирует, а мелочь крутой карбоновый щас из рубашки уж вакуумный щас. Не Баллон. цилиндры, а баллоны. Баллон, а я все равно он оттуда через какое-то время, через несколько дней утекать и выдаться. То есть всегда он дается. Вообще жизненный гелий, это его задача совсем другая. Не в том, не в том, чтобы использовать его как теплоноситель. А какой можно газ использовать? Тебе ответ даст любой холодильник. Холодильник использует. Хладоген? Холодильник чую еще жидкость. Его именно используют как теплоноситель используют. Фреон, да, для хладоген, да, из боя? Фреон, сейчас используется и газ какой-то, короче, по-моему. Вот этот валил еще газ, как он называется, который мы сейчас используем. Бутан, что-то из этой серии. Из-за лело промышленный холодильник, аммониак, газ, из-за лело, разные там есть. Ага. Все, понял. Чем больше молекул, тем у тебя этот эффективность. Жизненный бутан, зажигалка штрафующая, Да, что-то вроде этого. Из-за дальше фреон Антарктиде, озоновый дыра до Альдадехтер, и фреон долго с этим боролись. Потому что он очень удобный, этот фреон, и дикчо, из-за йоцо при расширении его забирать. Холодильник на фреоне выгодный. Кондиционер и да, использовать першинцитеса улица. Может, ешь на третьей стране, Китай, но американцы, европейцы, там подписать, и фреон отказаться, Дуния дома. Да, я слышал что-то такого. Запретки на боксу, газосу. Да. Я не климатехника, примерно понимаю, что они могут использовать. А Тесла и фреон, и Мичардол, что, и откуда он берется. Углеводород, реакции получать те же в химическом заводе. А в природе его не существует, да? Думаю, нет. Я не уверен, но думаю, нет. Все, понял. И озоновая дыра именно с фреону до конца до мухи офиса. Анализ воздуха и национального. По-моему, это спекуляция, уже сомневается, что фреон имеет. За опытом минется, что фреон это соединение фреона соединяется с этими кислородом, О3, кислород, азот. Сердце, короче, соединится, дается хайвак, молекул кислорода, фреон, хайвак, новый вещество превращается, и озон остается такой. Озоновая молекула распадается. Ну что она распадает, как фреоны, это опыт подтверждает, но достаточно ли фреона выбрасывается, чтобы он аж в Антарктиде дыру сделал, уже по этому поводу давно сомнений есть. Но всех бельцар, короче, бельцар, сумма, что Антарктида, озоновая дыра, сейчас она станет больше, захватит, потом мы все будем ходить в этих сомбреро, кремами разными мазаться и проводить очень мало времени на солнце. Войны, ультрафиолет, ожог заходить по про озоновый апокалипсис. Именно всегда накапливаться, он делает что-то Тесла. В холодном месте накапливаться до фреона. Нет, по-моему, это что-то там они объясняли.
на высоте 20 или 30 километров юг, мощнейший вокруг планеты Хриш, Савихрив, как бы массы перемещаются с большой скоростью. 360, что ли, километров в час где-то или 400, в общем. И что и вот в этих перемещениях они потихоньку туда, на полюсе все. Он Тихий океан, питной из пластикового мусора. То есть, хотя мусор Да, везде выбрасывает, но почему-то он именно в этом месте там собирается. Вот и Санца тоже какое-то природное явление, что он там накапливается в результате этого процесса этих воздуха в атмосфере. Сега, Земля плоская, сега вытяжка, да, и это всё. Ну да, и что там может дыхание этого рыбы, ну, он там дыхнет, Дыхание космоса, видите? рыба, ну, там дыхнет и создастся отрицательное давление, туда стремится. Marshall dušu. Hami makka. Ашку, ага, масло. Ну вот зачем вот тажа вот. Алейкум салям. Валиким. И это он хази al kaade extra son riba nun de buk shadik ditяш. Да. Он короче опять дом дочь хадис, да, цали. Короче, что наложницы цены спать для шуэлца. Био это Али Мухаммаду. Хази он. Я слышал про это. Ему это, да, это не могу вообще обсудить дальше. Ну, аж обсудить. Больше адек, короче. Дети, щелжды, пармат. Суна хази. Тут у нас Извини. какой-то гость был, Арма Там отвечал, все чисто, Барт. он все Он еще не здесь. виноват. Хотел So присылать. ja oli gosti dokumduida, so teavel jau orsātā kērnā, šajā plaši atkšlatē akso. So očmētā haušpukuš dēļ dokum. Вот, Али Бизон, Алсауар, Приходил, искал тебя. Сосо доступный сагал, ты не чаловац. Арман, Да, Меркел, ислама. Хагвен, я здесь, Эльчидать, не вижу, где Бош. Тех будешь, боя. Где не вижу Бош. Да. Где он доца, от вас. Вот ты перед носом, Эльчид. Не вижу, где Бош. Иди сюда, Бош, что пристишь. Свободила, совета ходим, что. Свободила. Хазон насчет этого. Там все Ну, чисто. он царез мобу, царез мобу, что делает. Субханаллах. Зажигай. Убийство Мухаммеда. Папа бывает делал. Сахih Муслим 2771 от Анаса ибн Малика, что некий человек подозревался в неправильных отношениях с матерью ребенка посланника Аллаха. Марьям Юцак. Зудиотстейра, мать ребенка посланника Олшулацина. Мухаммад из Зудришах, матери правоверной Ол, Гарат своя закрепилась мать ребенка посланника Аллаха. Тогда посланник Аллаха сказал Али, иди и отруби ему голову. Али пришел к этому человеку и обнаружил его в колодце, где тот охлаждался. Али сказал им, выходи, и протянул свою руку, чтобы вытащить его. И оказалось, что у этого человека не было полового органа. Тогда Али не стал ничего с ним делать и вернулся к пророку, сказав, «О посланник Аллаха, у него нет полового органа». И сказочки конец.
Как кто слушал, молодец. В чем смысл этого? Матамчин, да. И прикинь, и Везан, это что, Лич Сахаля, Кёртал, Вейк, Локас, просто подозреваться дерьмо. الله Било бы. وكمان كان كله يفعلون. Ой, Сашар, не шакарам, да бегу, не что. Барселона, Это. Садя, Хелития, Али. И случайно ما تخليتي قالوش كده كده ما خليتني قالوش رواية ذلك الله جبر كان زول حدث دي زي حدث ده والله هم بيرشم يرتع محمد موي ويقزع ويتشك الله يا مادنا تسوكي كان بيرشم محمد ويوش موري الله يعني Другое, нечто новое предопределительное, что его ورشع лучше أفضل أفضل من يسلق لك بيحكوا تقوي واحد وشيء Ти صحيح шила цавиестига весу дютир. Девиза. Война без цены цвет. Что предлагал. Ого, закон, واحد شيلو أقدر تيتو هر هوني بيمكس that's محمد أو شاشي جاي تيادا هردي هر ده مجدون هون محمد تلقى هوني بيمكس that's ما شو زكون تبيدو يعني Киноча. Ибн عربي أندلسي وقي تصوفي خلق تسوى دوتشش تأكلوجين قولنا دوتشوز خديش поехали пещере, что настолько, что тишми на хвост хлоис, и дохари послание, что йохш Джабраил дохш на тухи хуис пещере цехи хираели туча вехш يوميات يوم بيرش خلطوا تبعي حاليا غيرش تحقوق دقلارم бош zum навстречу яхш но смысл гуюту цигадуичхена и хадиша по Мухаммаде цогена 20 там пускай он 20 чем-то женился на ней, ну, год там прошел, не знаю, 20 чем-то лохтун. Ей было 40 чем-то. И сходишь ты подружку шхулюешь, гергадна хулюешь, царь очила. Он мечал, гертхош, хайдряхли, скандел, дигац, хайот, мокшел цани, от малхи, от стойни. Тебя халял, куда ты лезешь, типа мокш физически. Там не один раз, она каждый раз как бы туда ходила. Что дюш, ашу сотах, кино, что отдала, что хадис, ну, историю, кто юче, как бы реально. И инт такого, дюцак те времена, что мокш еще качек. Мокш ли, представь, день 43 еще качел, и вот суканилился. Дряхлый бог, ош, вот высказываю. Мял илхила, мял мокшочхила, просто тарухила, тем не менее, бабушка лохкас по тем временам. Так, 53 шока, чего толкуш дихкен. Хочу, я оздук ойли, но цуган халга дюнда. Царлило шел, и хочу, что на хинца даже просто элементарно цат улк. Булыжник про мабати, толк хочу держать, я шагай чокет, мацал. Значит, плита солнца, я кусок холма есть, и
Эмило хочу лахтор бу иштал болт олг ухач хилгези лахторшек худях кылгезик дихкендек гайчут одёхт олгш дихкен хадюч нашеш дюч ойлцет я штюцер куду вообще ладух чарли ну 100 лет назад ладух еще понятно вот так шихеня хажи тахан 21 век ойле мацел ташиндин айом цейчи хак мухол примерно кайчу кити что ситуация нюанс шухтига ойле что ойл майе бо шейт ну так тюс голова какое-то заблуждение вахирам бо что я лесу мысли вслух. Ойна шмае, ойна нагадать. Armad, имел дряхлое хадис адьешат, юршалат, цегдатер, айшат, пиадьят шолш. Беззубая старуха, и? Да, беззубая старуха с красными деснами. Да. Говорю, я шалова несу. Субханал Малик. Дьют Бога. Дело. Беззубая старушка. Сахих аль-Бухари. Хадис. 3821. Сообщается, что Айша, да будет довольна Аллах, сказала: однажды Халя бинт Хуэйлид, сестра Хадиджи, попросила разрешения войти к посланнику Аллаха, которому это напомнило о том, как спрашивала разрешение Хадиджа, что обеспокоило его. И он воскликнул: «О Аллах, это же Галя, баба Галя». Айша, да будет довольна Аллах, сказала: это вызвало во мне ревность, и я сказал: почему ты вспоминаешь давно умершую беззубую старуху с красными деснами из числа старух племени Курейш, когда Аллах дал тебе вместо нее нечто лучшее? Поздравьте меня, поздравьте. Оказывается, на основном моем канале, где 18 тысяч подписчиков, я мог подключить монетизацию. Меня приняли в компанию на основном канале. У меня там это предупреждение, страйки, ШД было, короче. Думал. Неужели ты не уверуешь, Армад, после этого? Ваш канал там, плюс забанить, и все, и гилет, кадры, что зрелище было эпическое, и бред зачитать, и там от шорта, текст зачитать, началось. Там была полная компания, рэпа, ты 200 евро. Как раз бота, письмо, да, подтвердить даешь. Ако я дах уже принятие чулта, заявки, он письмо отправит до тебя. И письмо хакач, бюсен, почтичу, хаковницу. Код дает, что там было лости работа, бота, и письмо хакач. Запасной канал, и правильно, заблокировал. И Келина Герцерес, червовый, тот 3000 подписчиков. Эфир, что скачать, интересно. Канал блокнется и начал монетизация и полностью партнерские программы. Все понял. Экстремистские, короче, Полный канал, я понял. Формат ху компании принятию на бар, я так и не понял.
Ja, реклама что движение, монетизировать и набора канал. да, теперь, да, и не раз, теперь, давай, как-то. А, понял, давай это будет. Это شيء كش خديشتي كش شيء كوسم شو داعش تحوا زيرت اللقوة زيرت دين دوتسو جوتن بيزم بولش كش دينير دينبوك حديث بو بولش دوي حديث تلاقي ديت история ла формат выкрыту. Тут так и так это. خديشتات из нельч شي دقتنس بيزم بولش دو شي хусам чур дахаш постоянно ши хагуш цун кашдат тя ну зир цун ну нахчумата зир та тухой базбин ши чур дахаш постоянно хагуш ши дуала кашдин ши почти ши хусам чур эльсан штки чур дахаш гагуш динабо за боболшу дуй хадис дуй исторически рассказываю. Что, да, что гения Бора, видишь? شي هسم شو الدهاش شي خديش دي كشدات إز اشتايولي تنبوخ شو بايمارو دقشي تنت بيزم بولش لارم بولش Хазом, да, все, хазом, да. Хазом, навряд ли, забил домой, я не короче. Короче, со 60 днем я османю чувака. Мария, ми из Марина созутарил, что? Парони, задаться созутарил, что, короче, Асия. И что, короче, я вспомнил, я не лахтай. Сон, хазом, да, сон. هاي شو الأروع موخر دو هاي كم هاي هسم شو الأروع رازو يعني حوا برام مشتنك تعشي موزلي سنتا نو تعخك خيلوق تقهو يلا بتيم رمينا يشتكش دين تكير شين على دايولتين دوش دق دائما حجرها ما استيلش هنا цена молодой ценуля желание. Armat, halusin po старинке Telegram чат, стрим шиёшется. Иду, да. Зачем ТикТок, чувак? Порядок привести, зачем? Ты чувак, короче, падай, что болоты, чувак, лоса, ты вообще. Я мялил ублюдок, да, гулил, лотика. Чувак, бьет на буту, чувак. Халифу, шавист, пульстал, интерес, стал больше, а стрим шиёшется. Telegram, čovjek, ja isto li termovati. Vamo, veci. Malo ću isto su uvijek. Öyle خلاص diki улицу на целый день ши камелда энергия фиалтен конкретно. Да, мазхан было знабин, учуя, вот она далее, из руки завидовал, что Ночь предопределения утрос, ловила. Всегда специально, да, буду держать наш предопределение решать, с форм, что после души. Наш далее, даниш, где даниш.